Добрый вечер. В эфире программа «Крымский вопрос». И сегодня гость нашей программы– это достаточно высокопоставленный чиновник украинского правительства, это министр информационной политики Украины Юрий Стец. Здравствуйте, Юрий. Добрый. Вообще-то мы с Юрием почти коллеги, в том смысле, что Юрий был телевизионным менеджером долгое время, я газетным. Но разговаривать мы сегодня будем, конечно, с Юрием как именно с чиновником, поэтому разговор я планирую достаточно жестким. И начнем мы и он будет касаться в основном Крыма. Я хотел бы спросить, я понимаю, что, отчасти понимаю, что такое информационная политика Украины в целом. Но если вычленить из нее Крым, вот что для вас является информационной политикой Украины именно в направлении Крыма? Первое, я не понимаю, что такое вычленить, поскольку базисные какие-то истории, в том числе формирование информационной политики Украины, они начались не 24 года назад, не даже 3 года назад, а всего лишь 9 месяцев назад. И они как раз и начались, потому что случилась аннексия Крыма, потому что случилась война на Востоке, которую начала против нас Россия. И, очевидно, именно это как бы и дало старт созданию ведомства, которое я возглавляю. Поэтому то, что случилось с Крымом, я об этом говорил всегда и могу сейчас повторить, что не проиграем мы информационную войну, битву за Крым, возможно, не было бы аннексии Крыма. Ввиду того, что происходила вот такая информационная оккупация Крыма русскими медиа, над которыми стоит пропагандистская машина ФСБ, именно поэтому и случились те события, которые привели к аннексии Крыма и к войне на Востоке. Поэтому в данном случае это была причиной того, что я инициировал создание такого органа власти, как Министерство информационной политики. Что касается отдельной программы по Крыму, очевидно, она есть, потому что она заслуживает большего внимания, чем просто какая-то часть информационной политики государства. Поскольку я считаю, что вот те события, которые сейчас происходят в мире, это глобальная война двух цивилизаций. Одна — это Россия, и вторая — это весь остальной мир. Ну давайте, Юрий, не будем в Если, цивилизации. Вот если, конкретно если Крыма. говорить о Да, Крыме, да. то на самом деле вопрос Крыма — это уже не вопрос Украины, это вопрос цивилизации, вопрос всего мира. Поэтому отдельная информационная политика, она присутствует, когда мы говорим о Крыме. Именно поэтому у меня есть советник Сергей Костинский, который занимается исключительно этим направлением, информационной политикой Крыма. И в первую очередь это касается внешних факторов, которые как бы для нас есть очень важным, чтобы Крым не исчезал с порядка денного в мире. Да, вот почему я сказал слово «вычленить». Потому что сейчас происходит в Украине такая тенденция, и она заметна по соцопросам, она заметна по медиа, что Крым отходит на второй план. У многих людей он уже не ассоциируется с Украиной. И ваши, грубо говоря, противники, пропагандисты российские, да, они достаточно внимания уделяют Крыму. Там идут программы, конечно, о Крыме там говорят, как я всегда говорю, либо как о покойном, да, либо хорошо, либо ничего, но тем не менее идет информация. К сожалению, на украинских каналах я наблюдаю ситуацию, когда Крым отодвинут на второй, на третий план. И поэтому я вас спросил, о какой-то программе, есть ли государственная программа, которая касается того, чтобы были программы о Крыме на разных каналах государственных и негосударственных? Смотрите, вот я продолжу с того, на чем я закончил. Очевидно, что я понимаю, что рано или поздно Крым будет исчезать из новостных лент. В первую очередь, еще раз говорю, международных телеканалов. Это в первую очередь. И во вторую очередь, конечно же, очень многим политикам в Украине, в том числе моим коллегам, наверное, неудобно говорить о проблеме Крыма, потому что на самом-то деле никто сейчас не понимает, как решить эту проблему. Да? Если быть откровенным, если бы этот рецепт был, то его уже на перегонки озвучивали в эфирах всех телеканалов украинские политики. Поэтому, да, это неудобно говорить о Крыме. Но вот как раз моя задача в формировании команды была в том, чтобы были люди, которые не дадут возможности ни одному политику здесь, в Украине, ни одному политику там на Западе забыть о том, что есть проблема Крыма, и что он не должен исчезать с новостных лент мировых средств Но массовой как это информации. практически реализуется? Практически одна из форм, которую мы сделали, это во время заседания Большой Семерки в Берлине. Мы выставили борды и плакаты с напоминанием о том, что Крым — это Украина. И последнее заявление, которое было в Большой Семерке, озвученное по окончании этого заседания, оно отдельным пунктом там был Крым. Я думаю, что если не делать таких информационных атак, информационных кампаний, то политики больших стран, большие политики больших стран, они будут очень тихонечко уходить от риторики о Крыме. Это первое. И второе, что очень важно, это сигнал, который должен идти на Крымский полуостров. Вот это очень важный вопрос. Да. И в данном случае, если говорить о том, что сделал я и моя команда, когда мы пришли
феврале месяце, создавая это министерство, то до момента наработанных идей по программам, которые, кстати говоря, сегодня у вас видел Османа Пашаева, и которые делает и Осман Пашаев, и, в общем-то, Айше Киева. Это те программы радийные, которые выходят на 549 кГц на территорию Крыма на средних волнах. И это те программы, которые начали делать мы, которые, ну, по факту были запрограммированы командой министерства. Это те вещи, которые сейчас мы делаем вместе с Радио Свобода, где в ближайшее время будет запущен 2-часовой утренний и 2-часовой вечерний эфир на радио на территорию Крыма. А что касается телевидения, Это нам тоже, ближе вопрос. да. Что касается телевидения, то программы, которые делаются, изготавливается контент, их транслируют, если мы говорим о государственных компаниях, областные государственные радиокомпании. У нас создана комиссия при министерстве, которая тоже особым вопросом как бы опикуется, я не знаю, как на русском, сосредоточена, наверное, так будет, да, правильно, на вопросе Крыма. И, ну, в том числе продвижение в кабельных сетях и канала АТР, это тоже... Нет, это абсолютно то, так. к Канал чему- АТР есть в кабельных сетях, к и чему мы другие есть. приложили, ну, в общем-то, свое влияние и руку к тому, чтобы как можно быстрее Крымский канал АТР видела как можно больше граждан Украины, поскольку эта тематика, она у вас есть превалирующая, и это очень хорошо. Это не дает возможности забыть ни чиновникам маленького уровня, ни высокого уровня. Вы имеете в виду Украину континентальную? Я имею в виду Украину материковую, да. Но на самом деле здесь же сгусток вот этих, как любят Скепсиса говорить вот этого, журналисты, да, негодяев, чиновников, которые думают только о себе, но не думают об Украине и части Украины, Крым. Поэтому, ну, помимо этого, я могу сказать, что в канале, который мы сейчас запускаем и на вещании, медиаплатформе, на следующей неделе будет проект закона в Верховном Совете, я уверен, что они его примут. Там будет отдельная крымско-татарская редакция, которая будет делать программы на крымско-татарском языке и о Крыме. И этот телеканал, часть этой медиаплатформы, он будет вещать во всем мире. Понятно, но Если мы говорим о государстве. вы сказали, Юрий, что Украина проиграла информационную войну в Крыму. Да, вчистую, на все 100%. Именно благодаря этому состоялась аннексия. В том числе именно благодаря этому мы имеем войну на Востоке. Да, но сейчас мы имеем такую ситуацию, когда в Крыму отрублены украинские каналы, когда на всю мощь включена пропаганда российская, мощнейшая, да? Когда канал АТР можно смотреть только по спутнику, и также и Черноморку, да, или по интернету. Я слышал о таком проекте, как установка телетрансляционных вышек. Там же все недалеко, Крым не такой большой. Да? А что с этим проектом? Ну, во-первых, надо учитывать рельеф, да, то есть как бы... Ну, хорошо, рельеф отсюда до гор, но, допустим, есть там с Турцией возможность поставить, допустим, с той стороны, неважно, ну хоть что-то. Вот как будет осуществляться эфирная трансляция? Потому что все каналы российские доступны, а за нероссийским надо ходить куда-то. Смотрите, вот да, мы начали с того, что я являюсь вашим коллегой, телеменеджером. Вот в бытность, когда произошла оранжевая революция, я был генеральным продюсером Пятого канала. И по факту, даже тогда мне года 2 стоило жизни, чтобы Пятый канал появился в Крыму. Между тем, русские телеканалы, ну, просто галопом в большом количестве там появлялись, получали частоты и вещали. Та же история с крымско-татарским каналом АТР. Долгое время, даже при той власти, которая была в Украине, он не мог развиваться, пока не появились, ну, да, собственники, которые вкладывали свои деньги. Что сейчас делать? Смотрите, я уверен, ну, можно заниматься популизмом, можно говорить то, что есть. Нет, давайте по факту. Тогда по факту следующее. Мы, даже если поставим передатчик на самой большой, там, не знаю, вышке в Херсоне, в Николаеве, то, и это будет самый мощный передатчик, который возможен телевизионный, он накроет всего лишь какую-то часть Северную Крыма. Но это, кстати, было бы тоже неплохо. Я не думаю, что это будет иметь такой же эффект, как если бы мы сделали... усилили больше передатчик, а вы просто телевизионщик. Если мы говорим о потоке информации, вряд ли 10% Крыма дадут тот эффект, который мы ожидать, например, наличие 24-часового радио, которое бы вещало на 70% Крыма. Я согласен, но просто, Юрий, когда я говорю вот об этих практических вещах, да, об эфирной доступности там, и так далее... Давайте сделаем проще. Да. Передатчик в Херсон поедет. В Поедет, ближайшее время его поставят. Но решит ли это проблему информационного голода Крыма? Нет, совсем не решит. Но это все-таки будет шаг. Окей, ну таких шагов я вам только что перечислил. И 549 кГц, и конкретные программы радио, которые делались и делаются с помощью министерства, и отдельные 2-часовые утренние и вечерние эфиры, которые сейчас запускаются.
и программы телевизионные, о которых мы говорим, которые выходят на ОДТРК, и возобновление работы крымского ОДТРК, которое будет работать в Херсоне, в Херсонской области. Это конкретные шаги, которые уже сделаны. А что касается конкретного шага следующего, если мы говорим о телеке, да, о ящике, то это будет передатчик в Херсоне. Это не решит проблему информационного голода. В любом случае не решит. Но смотрите. И даже если FM-частоту получит радио крымско-татарское в Турции, и оно закроет вот ту южную часть Крыма, оно тоже не решит. Но совсем не информационный решит. голод. Но вопрос как бы в движении, в направлении. Вот открылся канал провластный Мгм. в Крыму на крымско-татарском языке, который назвали «Милет». Понятно, чей это канал, понятно, кто туда пошел работать, понятно, его задачи понятно. Это часть как бы такой пропаганды российской, рассчитанная сегментарно на крымских татар. Да, там влияние невелико, не будет велико, потому что крымские татары, в общем, от пропаганды достаточно независимы. Но первое, о чем они заявили, еще даже не выйдя в эфир, о том, что они поставят вышки, будут вещать на Херсонскую область и на ближайшие все, ну, откуда, куда возможно будет достать, что они откроют карпункт в Киеве, что значит, они будут как бы работать вот в обратную сторону. Я вот как бы их задача, я в общем-то тут поаплодировал им в качестве вот как, ну как если им планируют эти планы реализовывать, да? У нас есть такие планы, у вас есть такие планы, Ну, массированного какого-то Смотрите, информационного наступления? что касается, они поставят вышки, будут вещать на Херсон, ну, я думаю, что это такой блеф политический, поскольку поставить вышку — это не 5 минут работы. Но Россия богатая страна. Да, но тем не менее, вы же даете отчет, сколько строили, например, Донецкую вышку, которую сейчас захватили русские войска, да, или там та же там Симферопольская вышка. Это совершенно не 5 минут. Поэтому то, что они будут пытаться кидать сигнал с помощью маленьких каких-то вышек и слабеньких передатчиков на материк, очевидно, они это будут делать, они это пытаются и делают на Востоке, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Да, у них пропагандистская машина сумасшедшая, да, у них тратится сотни миллионов евро и до $1 миллиарда на подобные программы в год. Да, Украина этого делать не может. Это не значит, что мы не будем двигаться в этом Но вам не направлении. кажется, Юрий, Теперь, что... если мы говорим о Карпунте ихнем Да. в Киеве, если это будет с нарушением украинского законодательства, никакого Карпунта здесь не будет. Да, и мы-то этого не боимся. Я просто говорю о том, что они оглашают такие планы расширения широкого вещания. И я знаю, что деньги, в принципе, может быть, им не дадут конкретно, но деньги, как вы сказали, есть, они огромные. У России есть возможность Смотрите, вот мы с пропагандистского вами влияния. это знаем. Да. Окей. Я из Москвы. Окей, да, вот мы с вами это знаем. Мы знаем, что в России много денег, и мы знаем, что она вкладывает в пропаганду сумасшедшие деньги. Окей. А вот смотрите, но тогда... Хотите ли меня спросить, будет ли Украина Нет. вкладывать такие сумасшедшие деньги? Я знаю, что вы скажете Вы нет. знаете Да. ответы, Да, вы сами но скажете подождите, нет. но подождите. Но все-таки чем-то надо брать. Если у тебя нет столько денег, ну хорошо. Но вот давайте представим так. Вот вы когда-нибудь представляли, что такое, допустим, только одно агентство Life News? Мгм. Я не говорю про РИА. Представляете? Да? Я себе представляю. Я, представляю, там был. Да. Вот мне кажется, что ну не одно, но 3 рабочих места оборудованных работника Life News, а там их там сотня, 2 сотни, да, они стоят примерно столько же, сколько вся телекомпания Черноморка. Я не буду говорить про ТР, просто это нескромно будет, да, сказать. То есть несоизмеримые инвестиции. Причем там идут инвестиции, понятно какие, да, я про РИА не буду говорить, это вообще колоссальный монстр просто, да. И здесь есть 2 крымских компании в эмиграции, да, это АТР и Черноморка, которые, в общем-то, существуют, ну, вы представляете себе как. И это, по сути дела, частные проекты. А что украинское государство? Или это нужно хозяевам этих компаний возвращать Крым, или украинскому государству это тоже все-таки в какой-то степени нужно, и как-то оно может более реально помогать? Смотрите, в контексте того, что вы сейчас сказали о финансировании 3 рабочих мест, которые стоят, в общем-то, как весь телеканал средний украинский, мы опять вернулись к вопросу о деньгах. Ну, окей, да, у России много денег. Да, Газпром финансирует это как программы государственной пропаганды, а никак иначе. Но вы думаете, что таким образом, если мы будем вкладывать столько же денег, или наоборот, они не будут вкладывать этих денег, это решит вопрос Крыма? Зомбирование людей, которые находятся... Ну, смотрите, вот сейчас мир, он черный и белый, а он уже даже не серый. Я уверен в том, что людей, которые считают, что Путин и дальше, ну, да, как бы эфир, то, что кричат все на стадионе, так вот, часть людей, которые понимают, что он действительно уйло, но их уже не переубедишь в том, что это не так. А, соответственно, те, кто молится ему, падают на колени и целуют ему ноги,
их тоже не убедишь в том, что он таки все-таки уйло. Поэтому мир стал черно-белым, и я уверен в том, что вот эта вот пропаганда, которая дубовая, деревянная, идет с России, они поставят вышки. Ну, хорошо, пусть они еще возьмут передатчики и эти вот, кричалки времен Второй мировой войны и кричат там что-то на границе между материком и полуостровом. Ключевая история для нас сейчас и задача, это чтобы европейские и мировые политики, как бы им это было неудобно, не перестали выкидывать из своих документов вопрос Крыма. Вот сейчас это основная задача. То есть не медиа. Это тоже медийная составляющая. Ну, вы же даете себе отчет, что если, например, Меркель стоит и говорит на каком-то брифинге, и говорит о том, что да, сегодня обсуждался вопрос Крыма, и мы не признаем никогда аннексию Крыма, это нам оставляет какую-то возможность для дипломатического Юрий, вы решения сейчас и работу маневров. МИДа рассказываете. Это работа МИДа. Ну, смотрите, я сейчас рассказываю работу государственной машины. Если вы думаете, что вопрос 31 августа кинутой гранаты перед Верховным Советом, это был вопрос только МВС, вы очень сильно ошибаетесь. И это был тоже вопрос и МИДа, это тоже был вопрос Министерства информационной политики. И пошло-поехало. Мы же говорим о комплексе каких-то вещей, о тех вещах, которые не делались еще год назад, 2, 3, 4, 10 назад. Мы же не говорим о том, что вот сейчас мы... Смотрите, год назад у нас не было никакой армии, да, ее просто не существовало. Сейчас она у нас есть. Можно ли за год возобновить и сделать все те ошибки и исправить, которые делали 24 года? Нет. Если бы 24 года назад украинские телеканалы имели бы возможность хотя бы равную вещание на Крымском полуострове, равную русским телеканалам, ну, наверное, мы бы сейчас не говорили о том, как это исправлять. Хороший пример про армию. Да. Украина действительно сделала армию. Не того, может быть, уровня, который мечтается, но достаточно хорошего уровня. Но эта армия, даже при всем том, что волонтеры очень помогают там, да, и так далее, все равно это государственные траты какие-то. И вы рассчитываете, что можно выиграть информационную войну, не делая государственных трат на медиа? Нет, я так не рассчитываю. Более того, я говорил о том, что когда мы создавали министерство, что, смотрите, господа, для того, чтобы создать этот орган власти, нужно 4 миллиона гривен в год. Более того, я гарантирую гарантийными письмами, что эти деньги и гораздо больше мы заведем от наших партнеров, доноров, и государство не будет тратить эти деньги. Так и есть. Мы на этот момент потратили около 200 тысяч гривен за весь период существования министерства, государственных 200 тысяч гривен, и сделали программу на десятки миллионов гривен, не государственных денег. Но очевидно, что подобные вещи без денег не сделаешь, и вести информационную войну постоянно без денег невозможно сделать. Поэтому и подан проект закона об инвещании в Украине, который предусматривает финансирование государства. Поэтому и те программы, которые мы сейчас делаем, и те фидеры и антенны, которые мы сейчас пытаемся завести, и в том числе поставить в Херсоне для вещания крымско-татарского телеканала в сторону Крыма, это деньги, которые, очевидно, государство должно тратить на свою информационную политику. Я услышал про инвещание. Эти проекты постановлений Кабинета министров Украины уже внесены в Кабинет министров, и они, слава богу, рассматриваются. Отлично, минуточку. Инвещание туда не попадает ни АТР, ни Черноморка, Я ни бы другие говорил каналы. о том, что инновещание — это мультимедийная медиаплатформа, мультимедийная платформа инновещания Украины, в которой будет тоже крымско-татарская редакция. Но АТР не может попадать в... Ну, смотрите, АТР в любом случае является частным телеканалом. То есть, если я буду лоббировать, например, финансирование государства частного канала, может называться УТР, пятый канал, как угодно. Нет. Это называется нарушение закона о коррупции. Нет, есть такая штука. Например, в России это делалось так. Есть государственные тендеры, государственные проекты, Окей. которые государство размещает на телеканалах в своих государственных интересах. Я считаю... Тогда полшага обратно. В этой мультимедийной платформе будет крымско-татарская редакция, продукт которой будут делать те крымско-татарские журналисты, которые вынуждены были выехать с полуострова ввиду событий, которые произошли. Это те же люди, которые сейчас делают программы, те, которые мы започатковали, те, которые мы начали делать, и Осман Пашаев, и Айша Киева, и другие, в том числе Янковский, и вы в том числе. И будут делать это за счет государства. Государство будет оплачивать это. Вы это имели в виду? Я имел в виду, что есть телеканалы, пусть они частные, да, и не только АТР, еще есть телеканалы частные, но которые решают, очевидно, задачи, аналогичные государственной, и прямо государственные задачи. Вот, например, вчера была пресс-конференция по поводу блокады Крыма, и на ней Ильнур Ислямов, гендиректор и владелец АТР, сказал, что у него спросили, а что вы теряете, вещая отсюда и переехав в Украину? Он сказал, я теряю все. Он реально бизнесмен, который теряет все, многое, да? Очевидно. Но я полагаю, что
это не его только личная задача возвращать Крым, что если люди готовы вкладывать в частные медиа, да, которые решают государственные, очевидно, задачи, то и государство должно вот методом вот этих вот размещения госзаказов и так далее каким-то образом поддерживать такие проекты. Я не прав, нет? Вы абсолютно правы. Я ровно то же самое сказал перед этим за 2 минуты, что государство должно финансировать подобные проекты. Сейчас я говорю ключевые вещи. Журналистов, которые будут делать контент для государственных медиа о Крыме и на крымско-татарском языке. Но это очень большая разница между тем, что говорите вы. Финансировать телеканалы частные — это закон о коррупции. Нет, не финансирует частные Тогда телеканалы. изготовление контента Да, крымско-татарской конечно, редакции конечно. в мультимедийной платформе на вещание Украины будет, первое. Второе. Контент, продукт телевизионный и не только будут производить журналисты, которые вынуждены были выехать из Крыма. Они за это будут получать деньги и будут таким образом делать контент для государственных медиа и на вещание. Это то, что вы хотели услышать? Ну, в общем-то, да. Или же есть другой вариант. Да. Финансировать отдельные телеканалы. Вот здесь уже закон о коррупции вступает в силу. Нет, Когда я не мы- хочу когда мы скомпировать, тем более финансируем- в эфире. Когда, Да, мы речь не об финансируем, этом. когда мы финансируем крымских журналистов, крымских операторов, крымских режиссеров, давая, да, как бы возможность им изготовлять контент для государства и оплачивая абсолютно прозрачно им их услуги, это, ну, как бы это честная прозрачная форма, на самом деле, в том числе поддержки журналистов и их семей. Но когда мы говорим о том, что нужно каким-то образом находить какие-то там вещи, возможность финансирования частных телеканалов, сори, ну, это совершенно другие истории. Я даю себе отчет в том, что ваш собственник, он теряет все, перевезя канал сюда, весь свой бизнес. Очевидно, что это очень качественный поступок качественного человека. И в данном случае, что касается ТР, я делаю все возможное, чтобы помочь из тех возможностей, которые у меня есть, как у министра информационной политики, и каналу АТР. Но есть вещи, за которые я не могу зайти, потому что дальше начинается закон. Ну, то есть дальше начинаются бюджеты, которые Нет, вы... дальше начинается закон. Слово «закон» ключевое. Нет, закон никто переступать не просит. Давайте мы представим Да. себе, что вот, допустим, есть бюджет. Да. И вот мы сейчас взяли этот бюджет и почему-то отдали каналу АТР. Почему именно АТР каналу? Не каналу АТР, А кому? а на создание контента, который в Я государственных же ровно интересах только Украины. что вам озвучил 3 минуты назад, что контент будут создаваться за деньги государства, только оплачивать услуги. Государство будет не конкретных частных телекомпаний, а конкретных журналистов, которые вынуждены были выехать с Крыма. Разве это не то же самое? Посмотрим, как оно все будет. Оно сейчас происходит. Я думаю, что после программы вы сможете спросить Османа Пашаева, на самом деле так это или нет, в подтверждение моих слов о том, что мы делаем большое количество программ радийных, например, сейчас уже делаем. Я вам их могу назвать, еще раз перечислить. Не, если вы я хотите. знаю ваши Вы радийные знаете. программы, да. Окей. Да. Я хотел... Это делается за счет частных компаний крымских татар или частных бизнесменов? Нет. Это делается за счет государства и донорских программ, о которых мы ведем постоянную работу. Понятно. Но Есть... только вот в этом вся разница. Есть еще нюанс, Юрий. Вот есть большие каналы украинские, да? Их тоже смотрят, кстати, в Крыму, и вся Украина смотрит. А К там сожалению, есть... сложно их смотреть в Крыму, потому что передатчики их точно так же захвачены, как и Татары ваши. смотрят, потому что есть спутник, да. Ну, я говорю об аналоговом вещании. Хорошо, хорошо. Но есть ли в этих каналах проекты, которые поддерживает финансовое государство, Нет. которые говорят о Крыме? Нет, точка. Почему? По одной простой причине, что лоббирование частных телеканалов... Не лоббирование частных телеканалов. Смотрите, я не могу Программы прийти о к вам Крыме. как продюсеру какого-то частного телеканала и сказать: возьми эту программу и поставь эфир. Почему? Потому что Украина — это государство, которое должно быть целостным. Нет, дружище, потому что это цензура и наступление на свободу слова. Вот у меня есть очень простой к вам вопрос. У вас же есть возможность общаться с вашим коллегой Османом Пашаевым? Да, он А вы спросите, каким образом строился Пятый канал и каким образом строились отношения. И когда кто-то говорил: а давай что-то сделай, какая была буря, в теории даже, да, как только что звучало, какая была буря негодования у журналистов. Еще раз, если я как министр действующий беру какой-то контент, который произвело государство, неважно, за свои деньги, деньги доноров или там партнеров, приношу на какой-то частный, ключевое слово, частный канал, это медиа, ставлю его и говорю: поставь это в эфир, называется это цензура. Нет. И здесь не может быть двух мнений. Слушайте, это не армия все-таки, то, чем вы занимаетесь, да? Вы можете... Простите, мы не можем быть наполовину беременными.
Ну, а тогда получается, Мы либо если... хотим европейские Хорошо. ценности, либо Окей, нет. я за европейские Ну ценности. тогда скажите мне, в какой европейской стране государство может прийти, дать кассету и сказать, на, поставь Нет, эфир? дать кассету нет. А как? Но поддерживать проекты, касающиеся Крыма. А я вам только что ровно 10 минут назад озвучил о А том, вы как мы говорили собираемся это делать. про крупные частные каналы? На какой телеканал, в каком европейском государстве может прийти государственный орган власти, сделав, смонтировав продукт, и дать его и сказать, на, транслируй. Назовите мне эту страну. Хорошо. Вот смотрите. Если можно, назовите, пожалуйста, эту страну. Смотрите, есть общественное подтвердите, телевидение что не в разных существует. странах, есть общественное Да. телевидение, которое отражает общественные интересы. Которому Да? дорога государственных органов власти закрыта навсегда. И никто из государственных чиновников не может прийти и сказать, поставь это или нет. Вы знаете, Юрий, не у каждой страны отнимают такую часть Очевидно. территории. И поэтому, если вы сейчас меня будете спрашивать не как чиновника, а как человека, я буду говорить совершенно другие вещи. Но Ну-ка если я скажите, говорю, как но человек. если я говорю как чиновник, который имеет конкретную должность, я говорю юридически выверенным языком. И естественно, что я даю себе отчет, что меня слышат и видят сейчас очень много людей, в том числе и наших партнеров на Западе. И представьте себе, что я скажу, да, вы знаете, ну, мы же говорим сейчас честно, да, вот я вдруг решил поиграть в популизм. Я говорю, да, хорошая идея, а давайте-ка я завтра пойду на какой-то частный канал и поставлю эту кассету. Вам очень понравится этот ответ сейчас, вы его ждете. Не кассету, мы не ждем никаких кассет. Внимание, но это очень не понравится никому из тех, кто придерживается принципов демократии и свободы слова. Почему? Ну, потому что это и есть на самом деле влияние государства на независимые СМИ. Хорошо, вот тогда задаю вопрос. Это Вот, если говорить как чиновник. хорошо. Давайте поговорим как человек, чиновник. вот смотрите, простая ситуация. Вот есть крупные каналы, им не нужны программы о Крыме и, допустим, о беженцах, потому что это не рейтинг. Ключевое слово. Частные каналы. Это, они говорят, это не рейтинг. Ключевое слово. Частные Да. каналы. И? И что? Ничего. То есть я должен что сделать? Прийти и сказать, Как, ай-яй-яй. как человек ответить. Вот А что как делать человек? с этим? То есть это в Крым выпадает из Как информационной человек? картины Украины. Как человек? Да. Я вам скажу, что я, как человек, сбросив с себя пиджак и галстук, провожу очень много бесед со своими бывшими коллегами, телеменеджерами и объясняю им значимость подобных вещей. Еще раз, не как чиновник, не как министр. Разговариваю со своими коллегами, говорю о том, что, ребят, смотрите, это сейчас важно. И когда вы говорите о том, что да, это не рейтингово, вы просто подумайте о том, что рано или поздно у вас просто может не быть вообще телеканала, а не то, что рейтинга. Потому что это случилось с крымскими телерадиокомпаниями. Потому что сейчас они не думают о рейтинге. Они думали о том, как спасти свои семьи и вывести их сюда на материк. Я им это говорю. Вы Но находите как понимание? чиновник, я этого не могу говорить. Я понимаю. Вы понимание находите у коллег? У некоторых да. С некоторыми очень сложно все. Я говорю о том, что берите на работу журналистов, которые приехали с Крыма. Пусть они работают параллельно на Черноморке и параллельно у вас. Это даст возможность этим людям финансировать свои семьи, содержать свои семьи. Там, у меня есть много людей, которые помогают мне в министерстве по вопросам Крыма. И когда они пришли, они жили там, по 2-3 человека в квартире совершенно разных семей люди. И мы пытались находить им какие-то возможности зарабатывания денег абсолютно. Ну, мы знаем, у нас прозрачные. людям тоже негде жить. Чтобы люди, люди имели возможность просто, вот качественно жить, хоть как-то. Я то же самое говорю телеменеджерам. Смотрите, среди крымских журналистов, режиссеров, операторов есть достаточное количество качественных специалистов. Берите их на работу. Пусть они неделю работают у вас в новостной службе, неделю следующую работают там на ЭТР, на Черноморке или там на УДТРК Крым, которая будет. Но это даст им возможность увеличения их финансового достатка для того, чтобы они финансировали свои семьи. Я это говорю каждый день, не как чиновник. Но если вы же сейчас пригласили не просто там бывшего медиа-менеджера или там журналиста Юру Стася в эфир, вы пригласили меня как министра. И в данном случае я могу говорить только лишь о государственных программах или о том, что не противоречит чинному законодательству. Я понял. И что не противоречит основным принципам демократии. Я не могу прийти на телеканал и сказать, попробуй не поставить кассету с крымско-татарской программой, иначе что? Иначе... Что, я тебя уволю, я тебя закрою? Чем мы отличаемся от России в таком случае? Не надо меня нападать. Скажите, пожалуйста, чем мы будем отличаться от Я России за Россию не таком... отвечаю, я не российский человек. Как вы думаете, мы будем отличаться от них или нет? Я думаю, что надо находить уникальные способы Вот один в из этой уникальных уникальной способов. ситуации. Брать, И вы должны тоже снимать думать пиджак, об этом. звать человека на кофе и пытаться его уговаривать. Сделай это будет твой гражданский поступок, и это будет правильно. И не думай только о деньгах, и это будет правильно. Славные слова сказал в конце нашей программы министр информационной политики Украины Юрий Стець, с которым мы говорили и как с чиновником, и так получилось, как с человеком. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча в эфире АТР. Я благодарю вас за сегодняшний эфир. Если пригласите. Пригласим. Спасибо.